Сегодня в видео мы с тобой вспомним все игры от такой компании, как Rockstar Games, на наши телефоны и планшеты. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если любишь серию GTA, посмотрим сколько нас. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а перед началом ролика... У друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Это у нас один из суперхитов от Rockstar. Игра с недавнего времени заслуживает занимать топовое место среди портированных на мобилку. Сюжет же рассказывает о жизни подростка Джимми Хопкинса, который под вашим управлением столкнется с несправедливостью жизни. В лице, пожалуй, самой ужасной школы в мире. Невоспитанные дети, коррумпированные учителя. И это лишь малая часть того, что творится в этом учебном заведении. Разрабатывайте коварные планы, чтобы не только остаться здесь на плаву, но и занять доминирующую позицию. Интересный сюжет, а также отличная графика в стиле успешных игр от Rockstar однозначно порадует фанатов и даже где-то вызовет ностальгию. Хотя, как и следующее тоже. На 9-й строчке у нас уже классика. Макс Пейн. Игра рассказывает о полицейском, чья жизнь в один момент превратилась в настоящий кошмар. Все случилось с того, что какие-то наркоманы напали на его жену и дочь. А последней каплей стала попытка его товарищей повесить на него дело, которое он не совершал. Теперь Максу придется скрываться ото всех. И ему не остается ничего, кроме как заняться собственным расследованием. Во время сражения можно будет использовать замедление времени, как в фильме «Матрица». Этот эффект стал знаменитой и фирменной фишкой игры Max Payne. Применяя данную особенность, отстреливать врагов чрезвычайно удобно. Братишка, многие спрашивают, как вступить в семью лайтов, а все довольно просто. Во-первых, тебе нужно подписаться на канал. Во-вторых, нажать на колокольчик. И добро пожаловать в нашу дружную семью лайтов. Еще можешь на телегу подписаться. И мы с тобой двигаемся к следующей игре. Также давай рассмотрим игры серии GTA по хронологии их выхода на свет и возможностью поиграть на наших телефонах. А также буквально 15 числа выходит на свет GTA Trilogy, где будет улучшенная графика и должно быть поудобнее управление. И да, 8-я строчка — это GTA 3, которая безусловно вызовет ностальгию у любителя серии игр GTA. Открытый для исследования мир и возможность взаимодействия со всеми предметами в свое время скружили голову игрокам со всего мира. Главный герой истории, парень Клод, он не произнес за все время ни единого слова, его никто не называл по имени. И, пожалуй, он смело может называться одним из самых загадочных персонажей серии GTA. А сюжет завязывается в тот момент, когда главного героя поймала полиция. Он вместе со своими сообщниками грабил банк, а при его транспортировке в тюрьму на машину было совершено нападение, и благоприятное стечение обстоятельств позволило ему бежать. Его новая жизнь начинается с работы мальчика на побегушках у главы мафиози. По мере прохождения герой приобретает значимость в преступной среде. К тому же тут более 70 миссий, которые не заставят заскучать. И, как обычно, советую поиграть, ну или как минимум поймать вайб ностальгии. Это крутые гонки от Rockstar, в которые можно поиграть на наших мобильных девайсах. Сюжет прост. Необходимо, начиная с простой тачки, пробиться на высшую ступень рейтинга в ночных гонках. Каждая победа принесет деньги, которые можно потратить на прокачку своего автомобиля или мотоцикла. Победителям гонок предусмотрены разные бонусы. Но если вы будете вести себя на улицах города, так скажем, без берегов, то готовьтесь к пристальному вниманию полиции, от которой оторваться будет весьма и весьма непросто. В общем, очень круто, поэтому советую поиграть. Можешь передать привет 5 классу? Без проблем. 5 класс. Привет вам.
И следующая игра в хронологии GTA — это Vice City. Кстати, этот старый город мы с тобой увидим в GTA 6, что, кстати, прикольно. А действие игры происходит в далеких 80-х годах. Главный персонаж игры, за которого предстоит играть, Томми Версетти, недавно покинувший стены тюрьмы, а сам главный герой был списан с Тони Монтана из фильма «Лицо со шрамом». По прибытию в Vice City Томми удалось провернуть незаконную сделку, похитив крупную сумму денег. Но что-то пошло не так. Он не успел скрыться. Томми должен в кратчайшие сроки вернуть все на свои места. Рассчитавшись по долгам с мафией, перед нами открывается мир этого города, где ждут десятки опасных и в то же время интересных миссий. И к тому же в нашем распоряжении будет большой арсенал оружия. Кастет, дубинка, нож, пистолет, дробовик, УЗИ, автомат и даже огнемет. Все это может быть в кармане Томми. Кстати, меня всегда удивляло, как персонажи GTA таскают все это оружие. Можешь написать свою теорию в комментариях. Это у нас довольно жуткая и жестокая игра. В нее можно поиграть через эмулятор PSP. Полет хороший, выдает стабильно 30 FPS. А по сюжету мы играем за персонажа, который, будучи ученым, попал в опасный эксперимент и получил раздвоение личности. Одна из этих личностей более спокойный ученый. Вторая же бывший военный, который любит мочить людей. Стоит заметить, что мочить врагов в этой игре мы будем с особой жестокостью. Так что если вы считаете, что ваш мозг не готов такое воспринимать, то настоятельно не стоит играть в эту игру. Если же вы нормально относитесь к такого рода сценам, то эта игра сможет вас удивить. Блуждайте по бесконечным уровням с толпами врагов и одним единственным желанием — это выжить. А скачать и поиграть, я думаю, ты знаешь где. Все правильно, ссылка внизу. Следующая игра по хронологии — это у нас Liberty City Stories, которая вышла аж в 2005 году, а на мобилках была портирована в 2015. Кстати, не так давно вышел полноценный сюжетный мод, который скачать можно все там же. А по сюжету основной игры главный герой Тони Сиприани, который знаком нам по предыдущим частям, возвращается в родной город и прямиком с аэропорта направляется в особняк мафиозного главаря. Парень понимает, что за годы его отсутствия в Liberty City много что изменилось. На протяжении всех 70 миссий нам предстоит приложить все усилия, чтобы помочь вернуть авторитет Тони. Прохождение игры включает разнообразные миссии, в которых предстоит мочить, уходить от преследования копов, принимать участие в гангстерских разборках, умело скрываться от снайперских пуль, выполнять поручения боссов и даже творить беспредел, если, конечно, это будет необходимо. А еще можно будет поиграть с геймпадом. Следующее на очереди — это Chinatown Wars. Сюжет повествует о судьбе молодого избалованного паренька. В один из дней беззаботной жизни молодого бандита приходит конец. После смерти отца Ли прилетает в Либерти-Сити для передачи родным семейной реликвии — древнего меча, который дает право главенства над всей триадой. В аэропорту на него совершается нападение, и теперь символ власти находится у одного из главарей местной мафии. Главный герой объявляет войну мафиозным кланам, чтобы не только вернуть фамильную ценность, но и укрепить свой авторитет в Чайнатауне, доказать главарям китайской мафии, что именно его семья достойна контролировать триаду. На первых уровнях нам предстоит выполнять миссии для заработка опыта и игровой валюты, которые необходимы для приобретения оружия и игровых улучшений. Тут у нас доступно множество видов вооружения и транспорта, так что добро пожаловать в город Либерти-Сити. Лайк, когда ты покажешь лицо? Давай сделаем так. Когда будет 500 000 на канале, то обязательно устрою стрим, где я покажу свое лицо. Это игра, которая в представлении особо не нуждается. Среди геймеров вряд ли найдется тот, кто не был участником криминальных событий Сан-Андреас. При этом мы тут сможем побывать в каждом уголке огромного штата Сан-Андреас, посетить уже знакомые города Сан-Фьерро, Лос-Сантос, Лас-Вентурас. А события берут свое начало в 90-е годы и расскажут про Карла Джонсона, который несколько лет тому назад сбежал. Оказавшись снова в родном городе, по пути из аэропорта его останавливают копы, предъявляя ему обвинение в убийстве полицейского, а главный герой должен доказать свою невиновность. Игра не имеет привязанного линейного сюжета, поэтому если нет желания выполнять миссии, можно просто прокатиться с ветерком по улицам городов, практически на любом транспорте, или устроить побоище. Ну а мы с тобой двигаемся к первой строчке. Это у нас
нас первая часть РДР, и хочется выудить игру, ставшую родоначальницей франшизы, без которой великолепного экшена 2010 года и потенциально лучшей игры 2018 могло и не быть вовсе. Сюжетная завязка тут довольно заезжена, которая легко переплюнет торговые пути на Диком Западе. Тем не менее, она отлично подошла к истории мести, которую рассказали Rockstar. Будучи еще совсем юным, наш главный герой по имени Ред становится свидетелем убийства собственных родителей и участником перестрелки в тщетных попытках отбиться от нападения банды. В последний момент парнишка выхватил из пламени револьвер и мощной пулей буквально оторвал руку убийцы родителей, после чего сумел скатиться в какой-то овраг и умудрился убежать. Прошли годы, Ред вырос и побратался с Тенью Волка. Это следопыт из местного племени индейцев. Он стал отличным стрелком и охотником за головами, а главной своей целью продолжал считать того самого подонка, что застрелил его родителей. Поэтому тем, кто пропустил игру и хочет узнать, из чего началась история ныне обожаемой франшизы Red Dead, крайне рекомендую поиграть. Ну а это у нас, как обычно, бонусная игра. И сегодня я решил тебе показать не одну, а даже две игры. Первая игра, но в то же время и последняя, с видом сверху от Rockstar, вышедшая еще в 99 году. GTA 2. На самом деле прикольно, что в нее можно поиграть сейчас, даже на мобилке. Вот представь, например, 20 лет назад. Вообще даже в голову бы не пришло, что на таком маленьком устройстве можно будет поиграть в GTA, когда ее запускали вот на таких махинах. И вторая игра, это фанатский порт GTA 5, где можно просто побегать, поездить. И в целом прикольно. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока.